Мы, оказывается, сердце в сердце. I'm famous here. Вокруг нас каждое здание здесь музей. И это просто рай для всех любителей истории. Приветствуем вас, друзья! Это очередные серии ТВ-проекта One Travel. Вена встретила нас дождливой погодой, но это ничуть не помешало нашим сегодняшним планам продолжить культурную, а местами и историческую прогулку по этому удивительному городу. Как вы помните, в прошлой передаче мы начали гулять по историческому центру Вены. Так как у нас был очень насыщенный день, мы не успели показать вам всю красоту за одну передачу. Сегодня мы продолжим знакомить вас со знаковыми местами столицы Австрии. Друзья, так как наша программа является не только информационно-развлекательной, но и культурной, мы решили начать наш день в Вене с посещением, наверное, одной из самых главных культурных достопримечательностей этого города. Позади нас Государственная опера Вены. И мы постараемся вместе с вами попасть вовнутрь и показать всю красоту этого здания. Да, пойдемте. К сожалению, попасть вовнутрь и сделать для вас съемки у нас не получилось. Нам просто не разрешили. Если видите, очень много людей в дождевиках здесь. Молодцы, очень практично на самом деле. Потому что погода в день меняется по несколько раз. А я постоянно подбегаю к томату и прячусь под зонтиком. А дождь то капал, то переставал. Но это никак не мешало нашему настроению и желанию показывать вам всю эту красоту нашими глазами. Вообще говорят, что мы находимся прямо в самом-самом центре города Вены. Вот, так как Вена сама находится в центре Европы, в общем, мы, оказывается, сердце в сердце. Да, сердце в сердце. Да, вот, и я хотел бы еще сказать, что вот данное сооружение, оно было построено в 1868 году, и в год здесь, оказывается, ставится более 50 представлений. Так что вот очень большое разнообразие программ здесь. В принципе, мне кажется, любому человеку, кто интересуется культурой, операми, представлениями, нужно будет обязательно посетить данное заведение. И, как вы знаете, Вена славится знаменитым венскими балами. Надеюсь, и однажды у нас в Кыргызстане будет свой венско-кыргызский бал. Джаном, а что у нас на ужин? Алия. Полезные макароны. Мы сейчас на Уолкин-стрите, некая улица, где сосредоточены много ресторанов, кафе, баров, магазинов, бутиков. И большинство туристов любят прогуливаться именно по этой улице, что и делаем мы сейчас. Но как не любить свое имя? В Вене на каждом шагу вы можете увидеть кафе, рестораны, кондитерские с названием Аида. То есть I'm famous here. Музей естествознания – один из крупнейших музеев Австрии. Он был открыт на площади Марии Терезии. С
Спустя 2 года напротив Музея естествознания открылся его архитектурный пандан – Музей истории и искусств. Музей естествознания был построен для размещения в нем огромных коллекций природных экспонатов Габсбургов. Примерно в 1750 году император Франц I Стефан, супруг Марии Терезии, купил крупнейшую в то время коллекцию, которая насчитывала около 30 тысяч природных экспонатов, среди которых были редкие виды улиток, кораллов, раковин, ценных камней и редких минералов. Со временем коллекция стала настолько большой, что в помещениях Хофбурга не стало хватать места. В ходе мероприятий по сносу бастиона, который уже не соответствовал духу того времени, для постройки Рингштрассе в 1857 году была запланирована также постройка 2 больших музеев. Строительство музея продолжалось 18 лет. Почти 33 года строились эти 2 величественных здания. В 1891 году были построены 2 идентичных здания. Один из них художественно-исторический музей, а второй музей естествознания. В 1858 году император Франц Иосиф I задумал расширить Вену. И тогда он приказал построить эти 2 здания. Посмотрите, какие у него они получились. Как вы видите, вокруг нас очень много вот таких вот интересных инсталляций в фиолетовом цвете. Это специальные места для отдыха. Оказывается, когда очень хорошая погода, ну не в такой день, как сегодня, люди, туристы, студенты, они просто сидят, ложатся, в общем, отдыхают и проводят здесь замечательное время. Мы находимся в квартале, который называется квартал музеев, потому что вокруг нас каждое здание здесь музей. И это просто рай для всех любителей истории. Интересно вообще здесь. Мы просто гуляли по венским улицам и наслаждались видами этого исторического города. Куда ни посмотри, обязательно увидишь какое-нибудь историческое наследие. Вот вам несколько интересных фактов о Вене. Музейный квартал, по которому мы гуляли ранее, самый крупный музейный комплекс в Европе. Он занимает территорию в 60 тысяч квадратных метров. В Вене выпускается старейшая газета мира. «Виена Зайтун» была основана и впервые издана в августе 1703 года. Самое захватывающее исполнение реквиема Моцарта можно услышать в Вене под сводами Штефансдома. Бессмертное произведение в огромном соборе исполняется на 5 органах. Благодаря этому достигается необычно объемное и мощное звучание. Венский бал – знаменитое ежегодное мероприятие. Оно считается не только престижным и роскошным, но и весьма затратным. Билеты на бал раскупаются задолго до события, хотя и стоят они немало – от 200 до 20 тысяч евро. В Венской опере ставят спектакли 3 категорий: А для оперных гурманов, Б для любителей музыки и С для всех остальных. В Вене не нужно покупать бутилированную воду. Здесь можно смело пить из любого водопроводного крана. В систему водоснабжения австрийской столицы вода поступает прямо из альпийских источников, оборудованных специальными санитарными зонами. Такой порядок сохраняется в Вене уже более 130 лет. Круассан был впервые испечен в Вене в честь победы над турками, и его форма напоминала мусульманский полумесяц. Назывался он венским рогаликом. Во Францию рогалик попал благодаря Марии Антуанетте и сразу же полюбился французам, как булочка к завтраку. Его стали звать французским круассаном. Иосиф Сталин пробыл в Вене 5 недель. Это самая долгая зарубежная поездка в его биографии. Существует даже мемориальная доска на доме, где он жил. В центре Вены есть прекрасные сады и старинные парки.
Это чудесные оазисы, где приятно посидеть и передохнуть, полюбоваться весенним цветением, вдохнуть запах роз, сфотографироваться на фоне скульптур и причудливых зеленых изгородей. Венский народный парк встретит вас тысячами розовых кустов и подчеркнутым изяществом памятников. Украшением этого французского сада, созданного в начале позапрошлого столетия, служит мраморная скульптура Сисси Елизаветы Баварской. В этом парке любят гулять венцы. Мам, а давай мои любимые макароны. Алия не только вкусно, но и полезно. Говорят, что здесь какой-то фестиваль фильма идет. Какой фестиваль, не знаю, наверное, австрийский какой-нибудь. Вот. Говорят, что будет идти до сентября. Музыкальный кинофестиваль на Ратушной площади относится к числу самых привлекательных предложений летней Вены. Ежегодно от него приходят в восторг до 900 тысяч зрителей. Поэтому он считается крупнейшим культурным и гастрономическим фестивалем Европы. В распоряжении посетителей 5200 сидящих мест. Прямо на площади 25 лучших гастрономических заведений предложат посетителям блюда международной кухни на любой вкус. А в разнообразной программе музыкальных фильмов, которые будут демонстрироваться на экране площадью 300 квадратных метров под открытым небом, поклонники любого жанра найдут для себя что-то интересное. А вот вам еще несколько интересных фактов о Вене. В 2012 году Вена стала лучшим городом для жизни среди 220 городов мира. В барах и кафе Вены можно не бояться перебрать спиртного. Для гостей, утративших чувство меры и чересчур захмелевших, придуманы специальные автоматы-вытрезвители. В такой автомат опускают монетку, после этого в нос нетрезвого посетителя ударяют пары концентрированного нашатыря, а опьянение отступает мгновенно. Венская ратуша, которая была построена с 1872 по 1883, является самым значительным нецерковным сооружением Вены, построенное в неоготическом стиле. Высота башни составляет ровно 98 метров и является резиденцией бургомистра. И местом проведения заседаний городского сената, парламента и правительства. Побыв немного на этом кинофестивале, посмотрев на людей и показав себя, мы продолжили наш путь дальше. А я, словно ребенок, вцепился в свой велик и никак не мог не накататься. Здесь просто идеальные дороги для велосипедистов. Настало время оставить байк, на место поставить. Так, по-моему, больше часа, по-моему, около 3 часов покатались. В общем, давайте. Смотрите, я убираю любой из парковок. Так. Так. И вот, смотрите. Все. Я очень доволен. Ребенок доволен, как говорится. Взял с парковки и на место припарковал велик, точнее, на другое место. Круто, круто.
Наши любимые макароны Алия уже готовы. Давайте ужинать и смотреть One Travel. А сейчас наша традиционная рубрика «Кыргызча сүйлөйбүз». Надеемся, что вам понравится. Я вот познакомился с этими замечательными ребятами. Hello guys, how are you? What's your name? Aurel. Аурель его зовут, то есть Аурель можем назвать на английском языке. And yours? Матиас. Матиас его зовут. Матиас из Гальштата, вот как раз мы здесь находимся, вот вокруг вот этого замечательного пейзажа. And you are from? Блюденс. Ну, в общем, из Австрии. Салам алейкум. Салам алейкум. А, that's right. Хандайсыңар? Хандесиньяр. Амансыңарбы? Амансхын градеве. Амансın барове. Okay. Амансинаве. Ah, very nice. Biz sizlerge Biz yerge. Biz yerge Австриядан Австриядан. Австриядан салам айтабыз. Салиматаус. Салим атайбыз. Салам айтабыз. Салам айтаус. Салам айтабыз. Wow, very nice. Биздин өлкөгө кош келиңиздер. Bizim skıl. Okay, okay. Bizim ölkügör. Hoş kılskır. Билин өкрөбүр хош күнүстер. О, карга баласын аппагым дейт, кирпи баласын жумшагым дейт. Харам апасын шумчам дейт. Кирпи баласын Гитир халасым жумшагым дейт. шухам дейт. Very nice. Хабар халасым апхам дейт. Апхан дейт. Кирпир халасым шумхам дейт. Wow, thank you very much. Süттün oğuzu güygün, ayrandı üylöp içet. Süskün on. One more time. Süzün onu türüt. Sütten. Ozugügön. Ayrande. Ülü biçet. Wow, thank you very much, guys. Daniel, is where from? From Hungary. Из Венгрии, кажется. Hello, how are you? What's your name? I'm Vicky. 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 Wow, okay. Salam alaikum. Salam aleykum. Okay, good. Кандайсыңар? Handesnar. Very nice. Австриядан салам. Австриядан salam. Мен Венгрияда турам. Men Vengriyadan kuram. Венгриядағы аябай қооз өлкө. Vengriyadan kuram. Шопронго қош келиңиздер. Şopron boş gerekirler. Wow, you should be musician. Я ему говорю, что он должен быть музыкантом, потому что у него шикарный слух, он прям абийирдүү жигитке ажалдуу кийик чолугат. Abir dijigetke, abir çulukat. Oh, very nice, but Abir dijigetke, abir yazı çulukat. Açağı dugik çulukat. yeah. Thank you very much, Daniel. Hello, how are you? Hi, I'm good. What's your name? My name is Yu Ying, Yu Ying. Where from? Malaysia. Yu Ying is Malaysia, кажется. Салам алейкум, Кыргызстан. Assalamualaikum. Кандайсыңар? Kandaysınlar. Жакшы турасыңарбы? Just to turn out survey. Жакшы турасыңарбы? Just to turn out survey. Турасыңарбы? Turn out survey. Малайзия аябай сонун. Malaysia alay sonum, ayaway sonum. Мен Куала-Лумпурда жашайм. Men Kuala Lumpur'da yaşayım. Ал жерде окуйм. Alcer'da okuyum. Бардыгыңыздарды Bardın dışarı. ошол жерге чакырам. What? Ошол жерге чакырам. Osodur kaçarım, Чакырам. çakarım. Энесин көрүп кызын ал. Erişsin kırım, kızım al. Erişsin kırım, kızın al. Yeah, thank you very much. It was nice to. Это Амир, познакомьтесь. Он, you're local, you're from here, From Afghanistan. from Afghanistan. Он из Афганистана. Он повар, в общем, он работает здесь поваром, ему 25 лет. Please, Qandaysınlar? Yaxsınlarmı? Amansın? Yaxşı? Yaxşı turasınlarmı? Benim atam Amir. 25 yaşdaman. Salzburg'da yaşayım. Salzburg'da yaşayım. Mozart'tır. Ayollar yaxşılığım. Avusturya'da Afganistan'dım. Tanesi ayollar sonum. Çün rahmat yaxşı turlar. Салам алейкум. Как дела? Спасибо. Нормально? Это Умар, он из Таджикистана. Сколько лет живете уже в Вене? 8 лет живет в Вене. Всем родным, всем знакомым, которые меня знают, большой-большой привет. И Кыргызстану тоже отдельный Ой, привет. спасибо, от спасибо. Дружеский, братский народ. Ой, спасибо большое. Давайте для начала поприветствуем. Салам алейкум.
Assalomu alaykum Kirgiziston. Qandaysыңар? Qandaysizlar? Жақсысыңарбы? Yaxshisizlar. Амансыңарбы? Amansizlarmi? Жақсы, жақсы. Енесін көріп қызын ал. Enisim grup kızınal. Шикар. Киімдің жақшысы гир көтерімдісі. Girimdi жақшысы. Гир көтерімдісі. Gir götürümdüsü. Кишінің жақшысы. Kişinin жақшысы. Söz көтерімдісі. Söz götürümdüsü. Спасибо большое, удачи вам во всем. Спасибо. Друзья, на этом наши ознакомительные приключения по Вене закончились. В следующей передаче мы направимся на малую родину Моцарта, в город Зальцбург. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и до скорых встреч. Пока-пока! С названием Аида. Так что I am so favorite. You are so famous. And famous. Подожди-ка, famous, да? Подожди. Заново, да. Favorite я сказала. Является самым значительным не церковь. Некотическим. И является местом Обитание. И местом заседаний городского сената. Не знаю, что такое, а? Абирду жигитке... Wait a second. Окей. 22 years, 22 года ей. Кийимдин жакшысы гир көтөрүмдүүсү. Кишинин жакшысы сөз көтөрүп Время можно сравнить с Джаргалчаком. В своем движении оно перемалывает все, а мы лишь пытаемся успеть собрать самое ценное. Время меняется, как и меняется сама жизнь, но сохраняется от поколения к поколению самое важное. То, что делает нас счастливыми, то, что во все времена было и всегда будет самым ценным. Алия. Теплота и забота в каждом доме.